Первый вопрос, обсуждавшийся на встрече, касался аварийности на дорогах региона. За 11 месяцев текущего года произошло 204 дорожно-транспортных происшествия, в которых погибли 39 человек. 301 получили увечья. Причинами ДТП чаще становятся превышение скорости, нарушение правил обгона, использование мобильных телефонов за рулем и пренебрежение ремнями безопасности. Жители села выразили готовность содействовать в выявлении систематических нарушений и сообщать о потенциально опасных ситуациях на дорогах, предлагая инициативы по установке дополнительных знаков или лежачих полицейских в проблемных местах. Представители МВД, в свою очередь, подчеркнули усиление контроля за соблюдением ПДД, проведение рейдов и важность повышения дорожной грамотности населения. Также отметили, что ситуация с детским травматизмом в регионе неутешительная. Детский кресло 21, машина чехошка, ремень датуот, ремень ткачавош, это раз, да? Вот соблюдаемые элементарные правила дорожного движения, ремень датуот, ремень датуот, да, дагуда дуцика, экгер аттагара, ремень датуот, что от пауразян цифры же в разы меньше удерживают. Бейнерш кезгия хубар, возберш кезгия хубар. Это хадит убеждается. Особое место в повестке заняли вопросы противодействия экстремизму и терроризму, а также современные схемы мошенничества. Эти угрозы способны подорвать мир и стабильность не только в регионе, но и во всей стране. Представители МВД акцентировали внимание на важности бдительности каждого гражданина, своевременного информирования о подозрительных лицах, действиях или распространении радикальных материалов. В ходе встречи также поднимался вопрос о добровольной сдаче оружия. Представители правоохранительных органов напомнили гражданам о программе, позволяющей добровольно сдать незаконно хранящиеся оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества, избежав при этом уголовной ответственности. На сегодняшний день 212 фактов этих, дела разбитых, средний 40 фактов с применением огнестрельного оружия. То есть травма тоже, что боевой разбит, надо, цендоши диона, сгерзы дион, цивиждо, дезна, кезгелм тоже цендоши дион, что хадах, как рынамис. Особую тревогу вызывает статистика по наркомании. За текущий год правоохранительными органами Ингушетии было выявлено более 150 преступлений. Задержаны более 60 человек. У них изъяты наркотические и психотропные вещества. Это число снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на снижение числа наркосбытчиков, проблема остается актуальной. Представители МВД по Ингушетии, присутствовавшие на сходе граждан, рассказали о предпринимаемых мерах по пресечению незаконного оборота запрещенных веществ и алкоголя, а также о результатах оперативно-профилактических мероприятий. На сходе граждан обсуждалась проблема явки в школах. Министерство образования республики объявило о том, что в этом году более 1000 детей не посещают учебные заведения. Министр дал указание участковым службам, чтобы по адресам проверять эти адреса, провести практические занятия с этими родителями, беседа, чтобы была. И было выяснено, почему дети не ходят в школу. Сход граждан стал важным шагом в направлении формирования единого фронта в борьбе за безопасность и благополучие республики, подчеркнув готовность населения и правоохранительных органов к совместному решению насущных проблем. Мадина Цора, Султан Магушков, Магаз, 24.